Коронавірус. Падстаў для турботы на дадзены момант у шклаўчан няма. Сітуацыя ў раёне пад кантролем. Улічваючы ажыятаж вакол навін на гэтую тэму, мы пагутарылі з кампетэнтнымі людзьмі пра новы тып віруса і якія простыя меры прафілактыкі неабходна зараз выконваць кожнаму чалавеку. 3 сакавіка студэнт БНТУ, які прыехаў з Мінска да бацькоў, паступіў у інфекцыйнае аддзяленне Шклоўскай цэнтральнай раённай бальніцы з падазрэннем на каронавірус. Малады чалавек жыхар Круглага, але з-за таго, што ў Круглым няма інфекцыйнага аддзялення, па тэрытарыяльнай прыкмеце хворых з падазрэннем вязуць у Шклоў. На сёння ў нашай бальніцы знаходзіцца яшчэ 3 чалавекі з Круглага, і каб выключыць магчымасць распаўсюджвання інфекцыі, ва ўсіх паступіўшых узятыя аналізы на каронавірус. І ўсе яны адмоўныя. Шкловская больница, наше инфекционное отделение, оно межрайонное отделение. Поэтому мы полностью готовы к приему больных с коронавирусной инфекцией. Но на данный момент в нашем районе, как в нашем, так и в Круглянском районе, который мы обслуживаем, подтвержденных случаев коронавирусной инфекции нету. На дадзены момант падстаў для турботы ў шклаўчан няма. Раённая бальніца гатовая для няпростай сітуацыі, звязанай з COVID-19. Адпрацаваны алгарытм дзеянняў медыцынскіх работнікаў пры падазрэнні на захворванне. Медыкі выконваюць усе рэкамендацыі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Инфекционное отделение готово полностью. У нас есть изолированные хорошие боксы. Согласно протоколам мы обеспечены медикаментами. Больные все пройдут рентгенологические исследования, клинические, биохимическое исследование. Они получат то, что положено по протоколам лечения нашей больные. Если это будет тяжелый больной, они нуждаться будут в интенсивной терапии, то больные получат и эту интенсивную терапию, то есть искусственная вентиляция легких, кислородотерапия. Они получат все в полном объеме. У пераважнай большасці выпадкаў выкліканая каронавірусам хвароба праходзіць лёгка. Яна падобная на прастуду, а часам працякае наогул без якіх-небудзь сімптомаў вострых рэспіраторных захворванняў. Люди всегда склонны, как говорится, бояться серьезных инфекционных заболеваний. Тем более мы знаем, что в 2002-2003 году был тот же коронавирус, это SARS, это МЕРС, дальневосточный респираторный синдром. Но смертность там была намного выше, 9-10%. Смертность от коронавирусной инфекции намного ниже, 2,5%. Это мы видим по статистике Китая, Италии. Поэтому поддаваться панике и переживать не стоит. Оно чаще всего, вы уже наслышаны в средствах массовой информации, в основном протекает в легкой, в средне-тяжелой форме. Тяжелые случаи – это 15% всего. Поэтому основная масса в легкой форме. И смертность выше, конечно, как все, наверное, уже знают, это пожилые люди с сопутствующей патологией. А детки, средний возраст переносят в легкой форме, поэтому мы обязаны, как говорится, соблюдать все протоколы, изолировать этих людей, чтобы дальше инфекционная заболеваемость не увеличилась. Аднак, нягледзячы на тое, што на дадзены момант ніякай небяспекі няма, Шклоў паддаўся паніцы, і ў аптэках не засталося ніводнай маски. Аптека в настоящее время обладает достаточным количеством противовирусных препаратов. Масок салиновая у нас есть для обработки носовых проходов, чтобы задержать этот вирус. Дезинфицирующие вещества, такие как септацид для обработки рук и для обработки поверхностей дома, и поверхностей пола, и мебели. Масок у нас, к сожалению, недостаточное количество. Мы получили 7000 масок, но их буквально за 3 дня продали. Маски в случае необходимости можно даже самому изготовить, потому что есть маски одноразовые, которые можно использовать только 2 часа, то есть в течение дня, это надо, через каждые 2 часа они не подвергаются ни стирке, ни обработке, их надо уничтожать. Но есть марлевые, которые мы сейчас в последнее время получили, у нас немножко осталось в наличии, их можно изготовить самому. То есть это 4 слоя марли, привязать к нему резинки или веревки. Эти маски можно использовать 4 часа, в них ходить, после этого постирать, продезинфицировать, может быть, флуорексидин, который в настоящее время у нас тоже есть, и рекомендуют полоскать, допустим, рот или что-то такими растворами дезинфицирующими, и прогладить. И каждые 4 часа такую операцию надо выполнять. А вот что думает врач наконт ношения маски. Если вы идете по свежему воздуху, как говорится, и вокруг вас нету людей, вам не надо эта маска, дышите свежим воздухом.
Новы вірус распаўсюджваецца тым жа паветрана-кропельным шляхам, што і грып і іншыя вострыя рэспіраторныя вірусныя інфекцыі. А значыць, і меры прафілактыкі такія ж: не наведваць месцы масавага знаходжання людзей, умацоўваць імунітэт, клапаціцца аб гігіене рук. Самые эффективные способы профилактики против коронавируса – это обычные средства личной гигиены. И, то есть это сейчас в данный момент нужно меньше находиться в людных местах, использовать носовые платки, как можно чаще мыть руки. Мыть руки с мылом, и мытье должно составлять не менее 20 секунд. При возможности обрабатывать руки дезинфицирующими растворами. Содержание спирта, которых должно быть не менее 70%. Сейчас спирт-содержащие растворы и дезинфицирующие средства находятся практически во всех учреждениях и нашего района. Вы уже можете заметить это и в магазинах, и на вокзалах. Везде уже у нас все предприятия используют дезинфицирующие растворы и обрабатывают все помещения. Мы адправіліся ў адзін з магазінаў горада і пераканаліся ў тым, што дезінфікуючы сродак і сурветкі ёсць, і людзі імі карыстаюцца. Мы установили дезинфицирующие средства для наших покупателей. Покупатели у нас активно пользуются дезинфицирующим средством. Не варта паддавацца паніцы, галоўнае соблюдаць простыя правілы бяспекі. З упэўненасцю можна сказаць, што тыя мерапрыемствы, якія сёння праводзяцца ў краіне Міністэрствам аховы здароўя і іншымі ведомствамі, дапамогуць прадухіліць масавае распаўсюджванне віруса.